Академия цифрового развития – образовательный проект, созданный по инициативе президента группы «Софмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева для подготовки специалистов в IT-сфере. Именно здесь, в стенах Академии, в кампусе школы 21 в Магасе, 4 молодых людей – Ахмед Тачиев, Магомед Муцульгов, Муслим Даурбеков и Курес Далаков – готовились к этому серьезному испытанию. Им предстояло решить 20 технологических задач от правительства Москвы и крупных компаний в сфере искусственного интеллекта и больших данных. Времени на отдых у ребят не было. Подготовка, на мой взгляд и на наш взгляд, прошла успешно. Прежде всего, мы подготавливали себя к новым знаниям, мы изучали новые технологии, начали обучаться новым вещам, дабы добиться хороших результатов. Взаимодействие команды проходило в основном вечером, так как у нас большая часть команды она работает, и у нас в основном в 6 часов вечера мы собирались, до часу, до 2 иногда сидели здесь и решали те задачи, которые нам предоставляла организация. Распределение задач стояло, наш командир команды распределял нам задачи, мы их решали, потом лидер же их собирал все вместе. Задача перед командой от Академии цифрового развития заключалась в реализации технологии BDUI, благодаря которой пользователям мобильных приложений не требуется устанавливать обновления. Все изменения происходят динамически прямо на их устройствах. Здесь мы видим админ-панель, то, как у нас реализована админ-панель и как у нас появляется возможность редактировать уже интерфейс пользователя. Мы видим, как добавляются компоненты, как они редактируются под нужды и как раз-таки насколько гибок сама админ-панель. И получается, вот здесь мы сейчас будем видеть, как она меняется уже на стороне пользователя. Меняется цена вот здесь вот. И на это все ушло 56 миллисекунд. И здесь мы видим эти изменения. 7-й международный хакатон «Лидеры цифровой трансформации» – крупнейший конкурс разработчиков цифровых решений для государственного и бизнес-секторов. В этом году он побил собственный рекорд. Зарегистрировалось более 11 тысяч участников из 89 регионов России и 26 стран. Для команды из Ингушетии, которой менее 2 лет, выход в финал самого масштабного хакатона страны – большой успех. Секрет его во многом в правильном распределении задач и эффективной методике подготовки и поддержки IT-специалистов Академии. У нас приложение связано по микросервисам, и сначала нам нужно написать микросервисы, которые работают, затем их нужно соединить. И кто-то занимается вот этим, чтобы все работало между собой, чтобы все взаимодействовало правильно. Кто-то занимается презентацией. Презентация тоже одна из важнейших частей. Но как рождаются такие успешные команды в столь сжатые сроки? Ответ в системном подходе. Создание IT-кластера в Ингушетии – настоящий прорыв. Академия цифрового развития – образовательный проект, созданный по инициативе президента группы «Софмар», предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева при поддержке правительства республики. Академия реализует в Ингушетии комплекс образовательных программ в сфере IT, цифрового предпринимательства и подготовки кадров для цифровой экономики. Благодаря этому у талантливой молодежи Ингушетии сегодня есть все необходимое. Лучшие методики и возможности, целая экосистема поддержки, чтобы учиться, расти, создавать собственные проекты и конкурировать на глобальном уровне, не уезжая из родного региона. Это большой образовательный проект от группы компаний «Софмар», предпринимателя и мецената Микаила Сафарбековича Гуцериева, который создан в регионе благодаря и в том числе инициативе главы Республики Ингушетия Махмута Алима Шариповича Калиматова. Наша команда представила свой проект, который, скажем, закрывал определенные потребности крупных технологических компаний. Это не первый наш подобный выезд. Мы в течение этого года уже выезжали и на Кавказский инвестиционный форум в рамках молодежного дня, также выступали на хакатоне, где наша команда из представителей основного обучения школы 21 представляла Академию цифрового развития и вошла в тройку призеров. На самом деле это такая большая наша нацеленность в сторону подобного рода выступлений, так как похожие выступления и посещение таких крупных мероприятий, масштабных, международных, позволяет нам развивать наше сообщество, представлять нашу компанию, представлять проект и результаты этого проекта.
Школа 21 в Магасе входит в образовательный кластер Академии. Это школа цифровых технологий от Сбера, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованные IT-навыки. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. При этом выпускники успешно трудоустраиваются в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах. С момента открытия кампуса провели уже 10 интенсивов, отборочных этапов для поступления на основное обучение школы 21. В них участвовало более 2300 человек, прошло более 400. Внутри Академии мы также совместно с Центром карьеры, это отдельное направление, которое также функционирует в Академии цифрового развития, проводим и собственные хакатоны. Они позволяют и попробовать свои силы, посмотреть, что такое хакатон, каково участвовать в такого рода проектах, каково это решать сложные задачи в максимально сжатые сроки. Это позволяет понять правильный формат взаимодействия в команде. Ведь в команде разработки довольно часто требуется определение ролей на лидерские роли, на команду разработки. И очень важно организовать это дело для того, чтобы показать максимально крутой, классный результат. Хотя призового места занять не удалось, работа участников получила высокую оценку от одной из крупнейших технологичных компаний России. Представленное решение было признано инновационным, а ребята получили перспективу дальнейшего сотрудничества с компанией. Команда из Ингушетии громко заявила о себе на международной IT-арене, а это только начало большого пути. Хадиджа Ивлоева, Султан Мабушков, Магаз 24.